Я продолжаю писать карту дня на 29 декабря. На пятницу смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это у нас знаки от Весов и до Рыбок. Если вы зашли на это видео, вам нужны первые 6. Это Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева. Здесь их не будет в этом видео. Под этим видео есть ссылочка на первую часть. Нажимаете, переходите, там уже будут ваши первые 6 знаков. А я смотрю дальше. Весы. 29 декабря. События дня. Победа. Здоровье. Месяц нельзя соединить. Колокольчик нельзя соединить. Мешочек нельзя. Книга. Это посещение госучреждения. Бокал. Застолье. Деловая встреча. Деловая, рабочая. Яблоко, слезы. Ну, здесь нет. Значит, смотрите, что у вас выпадает. Посещение госучреждения или какой-то контакт. Может быть, там к вам придут из госучреждения, да, на какую-то проверку. Дальше победа будет. Победа в работе, в делах и деловая встреча. Да, то есть, возможно, эта встреча принесет хороший результат. Застолье еще может быть, слезы и тема здоровья. То есть, возможно, вот слезы проиграются со здоровьем. Может быть, что-то будет болеть очень сильно, как вариант. Или какие-то процедуры, может быть, будут связанные со здоровьем, болезненные в этот день. Ну вот, то есть, ну хотя не обязательно, то есть слезы могут проиграться где угодно. И на застолье там можете там смеяться до слез, что-то обсуждать. То есть тут сложно конкретизировать, да, то есть где это событие, как проиграется. Так что вот такая вот история для вас. У вас из минуса получается здоровье и слезы. Переходим дальше к скорпионам. Скорпионы. 29 декабря. Пятница. События дня. События в доме. Тайна. Гости. Прибыль. Любовь. 2 сердца. Удача.
Ну, здесь не вижу. Значит, смотрите, из плюсов какое-то событие будет в этот день, может быть, там Новый год будете отмечать, да, то есть на работе в пятницу. Какое-то событие с гостями, удача, финансовые поступления, любовь, да, то есть все, видите, все прекрасно. И еще одно событие — открытие тайн. То есть тут как бы нельзя это назвать ни плюсом, ни минусом, потому что тайны бывают разные. Бывают приятные, то есть, а бывают не очень. Но в любом случае, да, то есть всегда лучше знать, чем не знать. Так что будем считать это хорошим событием, открытие каких-то секретов, тайн. Опять же, гости, видите, может быть, когда будет общение на событии, кто-то что-то разболтает такое интересное. Вот такая информация для вас. То есть, в принципе, день будет неплохой. Смотрим дальше. Дальше у нас идут стрельцы. Так, стрельцы. Смотрим, что у вас. 29 декабря. События дня. Книга, первое событие. Змея. Болезнь. Змея, кстати, может быть доктор. Ну, или человек, связанный с медициной. Месяц. Неприятность. Расческа. Цыплята — это семья, дети. Угу. Ага, тут смотрите, два варианта. Либо обман, либо колебания, сомнения. Но я первый обман увидела. Будильник нельзя. И рыба. Ну, у вас тут прям полный комплект. В пятницу и неприятности, маска, и рыба. Лебедя нельзя. Приглашение еще есть, дерево. Значит, смотрите, что вам тут выпало. Возможно, будет какой-то контакт с госучреждением, общение с семьей, с детьми, приглашение получите. Будет событие, которое повторяется каждый месяц, возможно, связанное с ребенком. Дальше тема здоровья будет актуальна в пятницу. Вы можете заниматься здоровьем, ну или уделять внимание какое-то. Или здоровье будет требовать к себе внимания. Змея, да, то есть это общение может быть с доктором, либо с человеком, который доведет вас, да, до этого состояния. Дальше неприятность еще также может быть. И два события показывают, что вас будут обманывать через какие-то выгодные предложения. Да, то есть делать выгодные предложения, заманивать, да, вас. А потом, видите, карта показывает, а потом вы выясните, что это был обман. Что люди одевали на себя маски порядочных людей и таким образом, да, то есть затянули вас в какую-то схему. Поэтому будьте очень-очень осторожны в пятницу. Никому не доверяйте, все перепроверяйте. Все поступающие предложения. Сами не разбираетесь, значит, у кого-то консультируетесь, потому что здесь очень большая вероятность того, что вас обманут. Благодарю за внимание, стрельцы, и перехожу дальше к козерожкам.
Смотрим, Козероги. 29 декабря, пятница. События дня. Подарочек, смотрите, выпадает. Вы можете получить в пятницу. У вас может быть какой-то нерешенный вопрос один. Слезы. Неприятность. Надежда. Приглашение. Будильник нельзя. Здесь нет совпадений. Значит, в этот день вы получите подарок в пятницу. У вас будет нерешенный вопрос, который не решится. Но решится уже очень скоро. Ножницы вот выпали недалеко друг от друга. Но в пятницу не решится. Слезы могут быть, разочарование, неприятность. Опять же, может быть, это неприятность и будет, то, что этот вопрос не решится. Может быть, это что-то другое. Сложно сказать. В общем, будут слезы, переживания, надежды будут у вас. То есть вы будете надеяться. Ну, видите, то есть не все так. Не все так сталося, як гадалося, як у нас кажуть. И приглашение. Поэтому вот для вас такое предупреждение. То есть, с одной стороны, есть плюсик подарочки, приглашение, но есть и нерешение каких-то вопросов. Благодарю за внимание, Козерожки. И я перехожу к Водолеям. Водолеи. Смотрим, что у вас. — 29 декабря. Водолеи, пятница. Печаль, первое событие, колодец. Чем-то можете быть разочарованы в этот день. И больше ничего не показывают. Общение с друзьями еще может быть. Дружба. Разлука. Чемодан. Нерешенный вопрос. Якорь. Угу. Якорь показывает, что у вас в пятницу часов, наверное, 5, 4, 5 часов вообще не будете перемещаться, да, с места на место. Видите, нет никаких событий и якорь. Может быть, что-то вас будет держать. Да, то есть якорь — это еще иногда, когда есть какой-то якорь, который нас держит. Может быть, это вас и разочаровывает.
Корону нельзя, так и здесь нет совпадений. Получается, первая часть дня по якорю, да, то есть ничего не происходит, да, вы где-то на одном месте базируетесь. Разочарование, нерешенный вопрос, может быть, из-за нерешенного вопроса будет разочарование в пятницу. И ножнички, видите, выпали по периметру, то есть карта показывает, что вы уже в одном шаге от решения этого вопроса, но в пятницу не решится. Временная разлука, расставание с кем-то может быть в этот день и общение с друзьями. Вот такой вот день для вас. Благодарю за внимание и перехожу дальше к рыбкам. Рыбки. 29 декабря, пятница, события дня. Покажите мне, что у рыбок. Месяц, первое событие. Верность. Второе. Друзья. Гости. Друзья придут в гости, или вы пойдете в гости к друзьям. Конверт, получение. Победа. Флаг. Временная разлука, расставание, чемодан. Может быть, после общения с друзьями. Подарок нельзя. Мешок нельзя. Здесь нет. Значит, смотрите, первое событие, месяц показывает, что будет событие, которое постоянно повторяется с вами. Вот оно будет в пятницу. Будут гармоничные отношения в паре, общение с друзьями, гости, победа, результат в работе, в делах может быть в этот день. Ну, если у вас какой-то конкурс, экзамен, да, то есть, опять же, конечно же, вас ждет победа. Получение, вы что-то еще можете получить в пятницу. И временная разлука, расставание. Ну, это, например, с друзьями, да, то есть встретились там, грубо говоря, раз в месяц, да, то есть пообщались и по чемодану расстались, да, опять на какое-то время. Так что вот такие события для вас. То есть у вас, в принципе, все события выпали со знаком плюс на пятницу. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.